Пешавар. Пакистанские военные и спасатели срочно прибыли к школе после захвата ее талибскими боевиками, убившими десятки людей и захватившими сотни заложников. По заявлению официальных лиц, силы безопасности уничтожили 5 боевиков, 6-й сам взорвал себя внутри школы. Представитель талибов взял на себя ответственность за нападение, заявив, что это месть за пакистанские военные операции в Северном Вазиристане. В ближайшую пешаварскую больницу поступили раненые дети и взрослые, им оказана неотложная помощь. Перед входом в больницу собрались скорбящие родственники, гробы с телами погибших были погружены на транспортные средства. К полудню число убитых составило 132, и, как ожидается, оно будет расти. Большинство жертв – дети. Астана. Собравшиеся в столице Казахстана возложили цветы к мемориалу Отечества в память жертв 2 бурных событий, отстоящих одно от другого на 25 лет. 16 декабря, в День независимости Казахстана, отмечается годовщина полицейского подавления забастовки нефтяников в городе Жанаозен, 2011 год, когда погибли по меньшей мере 16 человек. В этот день также вспоминают студенческие протесты 1986 года, жестоко подавленные силами безопасности. В столице Афганистана Кабуле объявлено о подписании властями страны контракта на строительство железнодорожной линии, соединяющей Китай, Киргизстан, Таджикистан, Афганистан и Иран. Представитель Министерства общественных работ Афганистана заявил, что в финансировании проекта участвуют Всемирный банк и Азиатский банк развития. Технико-экономическое обоснование проекта, как ожидается, будет завершено в середине 2016 года. Тбилиси. Центр по правам человека в грузинской столице опубликовал информацию о 2 предполагаемых случаях пыток в тюрьме. Представитель группы сообщил журналистам, что, по словам 2 бывших заключенных, они были подвергнуты устному и физическому насилию, и что управление генерального инспектора системы исполнения наказания начало расследование. Видеозаписи злоупотреблений в грузинских тюрьмах широко распространились в последние годы, что вызвало резкую критику предыдущего правительства и обещание нынешних руководителей устранить порочную практику.